Здравствуйте, меня зовут Тулигин Ерболат, я ученик 9 Е-класса. Моим руководителем является Айтуреева Багила Бегметовна. Темой моей проектной работы является фракталы в технике фрактальной антенны. А целью моей работы является исследовать фрактальные антенны и создать свою коллекцию фрактальных антенн. Актуальность данной темы. Почему я выбрал именно эту тему? Во-первых, плохая связь интернета. Эта тема очень больна и остра для неразвитых стран или неразвитых местностей, таких как аул или деревня. И для таких местностей считается редкостью действительно хорошие сетевые антенны. К примеру, когда я на карантине обучался онлайн, у меня часто плохо ловила связь, и я пропускал очень важные моменты уроков. Что же такое фракталы? Фракталы мы можем встретить везде, в медицине, в архитектуре, в географии, в дизайне и даже в этих мини-чипах технологий. Давайте теперь разберемся, что же такое фрактальная антенна. Это ломаная антенна или антенна, в основу которой был использован фрактал. Как они создаются? Они создаются с помощью геометрических фигур, и их начинают преобразовывать, уменьшать, увеличивать, менять размер и поворачивать на всякие градусы. Давайте теперь пройдемся про преимущества и недостатки этих антенн. Преимущества их много. Это большой диапазон использования, мультичастотность, меньшее взаимовлияние антенн, широкополосность, меньший объем и миниатюризация. Недостатки. Их совсем мало. Главным недостатком является трудность проектирования, и также эти антенны мало изучены. Новизна проекта. Этим проектом я хотел предложить новые формы фрактальных антенн, которых нет нигде, и даже в интернете. Наверное, вы сейчас задаетесь вопросом, как спроектировать такие антенны. Мы берем любую геометрическую фигуру и с помощью преобразования начинаем создавать фрактальные антенны. То есть, к примеру, мы выбрали треугольник, потом мы уменьшаем их размеры и поворачиваем на всякие градусы. Сейчас я вам покажу свою коллекцию фрактальных антенн. Вот здесь я проверял свои антенны на работоспособность, и, к счастью, все прошло успешно. Вот на данных картинках вы можете увидеть то, как я проверял. Проверял я свои антенны специальным устройством вольтметром у меня в своей школе, и антенна реально работала. Вот. Также я проверял работоспособность антенн на телевизоре. Они очень хорошо показывают телевизор, целых 25 каналов. Вот. Вы здесь можете посмотреть. Давайте теперь перейдем к результатам моей работы. Что я получил? Я сделал сбор информации и систематизировал их. Я создал свои фрактальные антенны, измерил частоты и проверил их на работоспособность. Рекомендации к применению. Где мы можем применять эти антенны? Эти антенны мы можем применять в телевизионных антеннах, в военном деле, и мы также можем применять эти антенны для улучшения интернет-связи. В заключение я бы хотел сказать, что фракталы — это очень обширная, но малоизученная тема. В будущем я постараюсь изучить эти антенны на отлично и создать и сделать свое производство этих антенн. Спасибо за внимание.